Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот и приближается знаменательная дата 75-летия Великой Победы в Отечественной войне. Когда началась эта ужасная жестокая война, весь народ Советского Союза встал на защиту своей Родины. Не остались в стороне якутяне. Сегодня я вам расскажу о том, как томик Александра Пушкина спас жизнь якутскому поэту Дён Дяңгалы. Гавриил Иванович Макаров Дён Дяңгалы родился 27 февраля 1914 года в Черепчинском улусе. По окончании 1937 году Черепчинского педучилища он уезжает работать в Салданский район, поступает учителем в Мирюнскую школу. 16 августа 1943 года ему вручают повестку. Когда он приехал в Якутск, ему дали задание, первое боевое задание, сопровождать 300 лошадей, якутских лошадей, до станции Залари. Их погрузили на баржу, и началась долгая дорога до станции Жигалова. По дороге они часто останавливались для того, чтобы заготовить дрова на растопку котла катера. Приехали где-то через 1,5-2 месяца, уже начались холода. От станции Жигалова 300 километров они проехали на лошадях, и на станции Залари Гавриил нашел киоск, где продавались книги, и купил там томик Пушкина. В своих воспоминаниях он пишет: когда я учился в педучилище, я очень зачитывался Александром Пушкиным. И вот впервые на этой станции мне пришлось купить за 25 рублей этот томик. Он положил его в вещмешок, и дальше его определили в Забайкальский фронт. Когда началась война против Японии, красноармеец Макаров в составе 94-й дивизии переходит границу Советского Союза, и 9 августа 1945 года начинается переход через Большой Хинган. Как рассказывал мне тесть Караканов Петр Кузьмич, который служил как раз в той же роте, где служил Гавриил Макаров, переход был очень трудный. Было очень жарко, солнце припекало до 40 градусов, температура была. И как раз перед началом похода, по недоразумению или по чьему-то злому умыслу, солдат накормили соленой селедкой. И вот он рассказывал, что было очень страшно, очень трудно, когда вот начинается жажда. А машина, с которой везла вот цистерну с водой, она сломалась на пути, и пришлось им целые сутки идти без воды. Через 2 дня сходу войска Забайкальского фронта вступают в бой на Хайларском укрепрайоне. Надо сказать, что Хайларский укрепрайон состоял из очень мощной фортификационной системы. Это минные поля, заграждения из колючей проволоки, доты, которые были изготовлены из железобетона, и которых снаряд танков не мог пробить. И вот здесь, как раз когда они шли в бой, красноармеец Макаров подползает к доту и броском гранаты уничтожает пулемет. После уничтожения дота началась атака. Красноармеец Макаров побежал вместе с цепью, и в это время сзади него взрывается снаряд. И осколком от снаряда пробивает томик Пушкина, и осколок застревает в нескольких миллиметрах от сердца. И вот как раз этот томик и спас ему жизнь. Вот перед нами выписка из наградного листа. Приказ по 152-му стрелковому полку
94-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта от 11 сентября 1945 года. От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью за боевые заслуги Макарова Гаврила Ивановича, красноармейца стрелка, взвода химзащиты полка, за то, что в боях за город Хайлар и укрепрайона проявил отвагу и мужество при взятии укрепленной высоты. При захвате ДОТа метким огнем уничтожил 2 японских пулеметчиков, при этом получил тяжелые ранения. Когда Джон Джангале выписался из госпиталя и приехал на родину, в Якутию, он перевел благодарность Томику Пушкина, его произведения, стихи и поэмы.